Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии состоялась 30-я международная олимпиада школьников Туймада имени Михаила Андреевича Алексеева. В олимпиаде приняли участие более 200 школьников, из них 77 учащихся из регионов России, 77 учащихся из иностранных государств и 47 учащихся представили Якутию. У нас в гостях в студии Константин Кохось, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математико-механического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член методической комиссии и жюри по математике Олимпиады школьников Туймада. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли в мир царицы наук? Ну, у меня это было, в общем-то, довольно просто. У меня мама учительница математики. Видимо, она что-то такое заложила в меня. Я не помню, чтобы она меня как-то учила или как-то вот какие-то мне давала специальные задачи, но, видимо, она какие-то вот вопросики, какие-то, значит, такие вот математические штучки с детства прививала. И потом, когда я стал школьником, я участвовал в олимпиадах, попал в кружок. И, пройдя вот такой курс питерских математических кружков, потом поступил на матмех. Ну, а люди, которые в такую систему попали, если им интересно, они всегда могут остаться. И вот, можно сказать, прямо с университетской поры я так или иначе участвую в разных олимпиадах, как уже член жюри или организатор. А вот в Олимпиаде Туймада с какого года вы в качестве члена жюри? А вы знаете, вот сейчас 30-я Олимпиада, на 20-й Олимпиаде я уже был во второй раз. То есть это, видимо, 12-й раз я уже сюда приезжаю. Что вы скажете об организации Олимпиады Туймада не только в этом году, а вообще на протяжении всего ее существования? Вы знаете, я бы так сказал, в любой организации вы можете, так сказать, выделить человеческий фактор и материальный. Значит, что касается человеческого фактора, это всегда, так сказать, высший уровень, всегда максимальная такая вот забота о приезжающих, радушие, доброжелательность, в общем, ну, чрезвычайно приятное впечатление производит эта вещь. Что касается, так сказать, другой стороны, материальной, ну, у нас в городе, знаете, вот есть шутка, каждую зиму говорят, что у нас неожиданно выпадает снег. И коммунальные службы не могут справиться со снегопадами, потому что, значит, вот это действительно правда. Надо же, вдруг оказывается все завалено снегом и нигде не проехать. И такое вот из года в год происходит. Вот, понимаете, в Олимпиаде Туймада тоже такое событие есть. Каждое лето происходит, в общем-то, довольно большая жара в то время, когда происходит Олимпиада. И думаете, можно где-нибудь найти кондиционер? Почти нельзя. Вот. То есть вот такие вот забавные в каком-то смысле накладки, в них не очень комфортно жить, но вот они такие случаются. А в целом, конечно, замечательно. Замечательно. Ну вот вы сами сказали, что, будучи школьником, с удовольствием принимали участие в разных олимпиадах, да? Да. Скажите, как вы считаете, это оказывает ли положительное влияние на школьника? Понимаете, когда вы что-то статистически оцениваете, там у вас всегда получаются какие-то кривые эффекты и что-то такое, не вписывающееся в общую тенденцию. В целом, я думаю, конечно, да. Но, с другой стороны, представьте себе школьника, он пришел на Олимпиаду, ничего не решил. Пришел на другую Олимпиаду, опять ничего не решил. Это одна крайность. Другая крайность. Пришел на Олимпиаду, решил, воодушевился, стал все читать, все решать. Вот сидит там, как это называется сейчас, ботаник такой, да? Вот, и перегорит в каком-то смысле. Может оказаться так, что ну вот, излишне перетрудится, как спортсмен, надорвется. Такое тоже может быть. Но это вот такие крайности. Между ними, в целом, я думаю, основная масса участников, конечно, получает большие плюсы. И то, что она оказывается в среде людей, которые вот, заинтересованы чем-то одним и адекватно реагируют на их интересы, и, так сказать, побывать, посмотреть разные вещи и узнать много нового, это, конечно, очень, очень здорово, да. Но ведь олимпиадные задания далеко не из легких. Да, но, понимаете, каждая олимпиадная задача – это такой вот призыв совершить открытие. Много ли вы открытий, так сказать, в обыденной жизни совершаете? Совершаете иногда, вдруг пошли не той дорогой. О, тут что-то новенькое какая-то, там, я не знаю, вывеска новая или что-нибудь. Ну, мелочь, но уже даже так это радует человека. А если человек сам что-то изобрел, а это постоянно в олимпиадных задачах происходит, придумал мысль, вот ниоткуда не следует, что надо эту мысль здесь применять. А вы догадались, и получилось очень здорово. Вот эта внутренняя красота задачи. Ее не видно, пока вы читаете условия, кажется, что все такое какое-то, может быть, формальное, скучное, абстрактное. А когда вы задумаетесь, вы вдруг обнаруживаете неожиданные связи, и это очень красиво, и это очень, конечно, активирует школьника.
Получается, что и составление олимпиадных задач тоже своего рода открытие. Да, конечно. Я на Олимпиаду предлагаю те задачи, в которых сам уверен, что они чем-то красивы, да. Именно так. Скажите, а какими качествами, пожалуй, должны обладать эксперты, которые вот принимают участие в такого рода мероприятиях? Ну, вот это участие, оно складывается из двух составляющих, да. Вы, может быть, должны, во-первых, что-то составить для школьников. Тут нужен какой-то кругозор, как-то вот представление о том, что сложно, что не сложно, потому что вы, может быть, как-то и очень умный человек, но надо же понимать, что школьник-то по-другому устроен, он еще, так сказать, многого не знает, многого не умеет. Вот, значит, какая-то такая ориентировка требуется. В общем, такая специальная профессионализация фактически, да, это любой профессионал, он, так сказать, вот, он должен быть профессионалом, если он делает работу свою хорошо. Вот. А другая составляющая — это проверки на Олимпиаде, и тут нужны немножко другие качества. Вы читаете неразборчивый текст, не очень хорошо оформленный, потому что нет времени как следует это все прочитать на Олимпиаде. И вам нужно сходу определить, вот верно это, неверно. Если мысли высказаны недостаточно точно, вы должны, значит, понять, все-таки это человек понимает, или это он просто догадку сообщает, а на самом деле вот он не может эту догадку превратить в настоящее рассуждение. То есть эксперт должен вот уметь адаптироваться к чужим мыслям и как-то вот оценивать их на правильность, ну и, в общем-то, проверять, насколько логически безупречны предложенные ему доказательства. Это такая вот математическая квалификация уже уровня вот именно такого проверяющего. Ну вот это, видимо, главные такие черты. А бывают ли такие случаи, когда на Олимпиаду попадают совершенно случайно дети? Вы знаете, постоянно. Постоянно такое бывает, потому что, откуда берутся дети на Олимпиаде? Это же как бы столкновение разных интересов, и не всегда эти интересы именно, так сказать, интересы ребенка. Учитель хочет, так сказать, послать даже из лучших побуждений каких-то лучших детей. Посылает, допустим, на муниципальный этап каких-то, значит, своих лучших учеников. И он-то их посылает, и он их видит как лучшими, но это не значит, что им это полезно. Они могут оказаться, так сказать, не очень заинтересованными. То есть пока он решает примерчики школьные, все хорошо, но это не значит, что человек готов и дальше так сказать, свои усилия тратить в этой области. Тут, к сожалению, заранее не предскажешь. Дело довольно тонкое, к чему человек действительно стремится и что ему действительно интересно. Снаружи это не всегда видно. Поэтому, да, так сказать, такое бывает. Приходит школьник и вроде бы умный, но ничего не пишет. Иногда даже не пишет просто потому, что не может себя заставить. Но это, опять же, редкие случаи. Все-таки большинство участников так или иначе мотивированы, так или иначе попали в какие-то кружки или факультативы. По крайней мере, в школе их зарядил энергией учитель. В общем, у них это обычно все хорошо. Были названы цифры, что 77 приехало человек со всей России, также 77 с различных стран из-за рубежа, и 47 школьников из Якутии принимают участие. Как вы оцениваете уровень подготовки как раз-таки тех, кто состязается умами? Понимаете, какая штука? Надо понимать, что вот в официальных олимпиадах, всероссийская, международная, там так или иначе предусмотрен такой массовый статистический охват, так сказать, участвующих стран, территорий, да, то есть вот международная, вот каждая страна, пожалуйста, 6 человек предоставьте, и обычно это как бы лучшие 6 человек в том или ином смысле. Всероссийская тоже, пожалуйста, по регионам, предполагается, что вот все регионы так или иначе участвуют, значит, вот такой фактически просев всей имеющейся, так сказать, популяция этих школьников одаренных, да, вот он происходит, и их пытается эта Олимпиада отловить. С Олимпиадой Туймаада немножко сложнее, это же как бы Олимпиада все-таки расположена очень далеко от всех своих основных участников, сейчас этому спасает дистанционное участие, но так раньше ехать за 3-9 земель далеко не все команды, даже желающие, имели возможность, да, и здесь такой более случайный разброс, это действительно участники, которые, вот Казахстан, например, если не называть Якутию как такой самый массовый участник, да, вот следующий по массовости это, видимо, Казахстан. Там занимаются со школьниками. И там происходит вот то, о чем мы сейчас говорили. Значит, каких-то, так сказать, самых лучших школьников, несомненно, стоит
на все олимпиады звать, они вот, собственно, на этом профессионализируются, а какие-то оказываются с ними вместе, потому что, ну, вот он тоже хороший, но на самом деле вот он не настолько, так сказать, мотивированный к участию в этих олимпиадах. Так что вот этот разброс участников по силе, он довольно разнообразный на Олимпиаде Туймаада. И это приводит к тому, и нету статистического охвата, и мы не можем гарантировать, что вот там, не знаю, ну хотя бы даже из так более-менее регионов и стран, окружающих Россию, что приедут самые сильные. Да, приедет много сильных, или будет участвовать дистанционно много сильных, но далеко не все и не всегда самые сильные. Так что получается такая игра с не вполне понятными заранее правилами. Мы составляем олимпиаду, в которой сложные задачи, ну, попроще все же, наверное, чем на международной, но вполне, тем не менее, достойного уровня. И вот кто их будет решать? Значит, будут решать, конечно, есть много участников, которые, так сказать, претендуют на то, чтобы, условно говоря, решить все, но получается так, что для многих участников решить, ну, допустим, так сказать, половину задач, это уже было бы экстра результатом, вот просто потому, что вот такой разброс по подбору тех, кто происходит. Тут я боюсь не сделать ничего, не соптимизировать. Да? Значит, если вы предпримете рекламную кампанию и позовете всех самых-самых, то тогда, ну, тому же Казахстану, да и вот той же Якутии, ну, честно говоря, надо сокращать объем команды, потому что, ну, вот, когда вы везете несколько десятков школьников, если вы везете их на международную олимпиаду, это бессмысленно. На международную олимпиаду надо вести одного-двух, там, да, вот, если там уж действительно самые сильные соревнуются. Если вы везете на олимпиаду с таким разбросом по сложности задач, ну, да, тогда могут быть, конечно, вот именно такие статистические данные. И, в принципе, тогда не надо ставить таких уж целей, что ваши школьники должны решить все. Нет, кто-то самый лучший, может, и попадет в призеры, а так для остальных, к сожалению, вот, ну, да, половина задач это достижение. Такая вот несколько, не знаю, обидная, может быть, сторона дела, да, потому что кажется, что мы на Олимпиаду едем, чтобы победить. Ну, правильно, ну, давайте все поедем на международную олимпиаду. Что ж мы там все победим? Вряд ли. Там найдутся хорошо обученные школьники, которые не позволят нам всех победить, а наоборот, они всех победят. Вот такая вот, значит, специфика. А есть ли момент удачи как раз-таки в участии в олимпиадах? Да, конечно же, всякая олимпиада, всякий экзамен, любое, так сказать, любое даже тестирование, это всегда содержит момент удачи. Вы читаете задачу, вдруг понимаете, что, ну, не буквально эту задачу, но вы что-то такое по этой теме уже знаете. Вы вспоминаете, что вам рассказывали какую-то вещь, вы читали какую-то интересную статью или слушали какую-то лекцию. И вот именно вы слушали, а ваш сосед не слушал. И все, и у вас этот есть бонус. Всегда вот всякая эрудированность, всякая такая вот начитанность какая-то, она служит, так сказать, может сослужить пользу, но это лотерея всегда. Вот если об этом будет задача, то вы выиграете. Если не будет, то, ну, справляйтесь собственными мозгами. И тут уж как повезет. Так что, ну, все-таки мы стараемся, что за счет того, что задачи разнообразны, хорошо, вам повезло в этой задаче. Не может так быть, что во всех задачах повезло. Если это так, то вы просто, ну, гений. Потому что вы знаете и это, и это, и это, и все знаете на экстра уровне, потому что во всем вы видите знакомства, так сказать, какие-то, значит, сразу полезные идеи. Ну, это очень редкий уровень. Ну, а повезло в одной задаче, ну, хорошо, вам в этой, вашему соседу в другой, кому-то еще в третьей, а задач 8. Так что на выходе вы, так сказать, усреднитесь с этими своими соседями, и тут уже будет уже зависеть не столько от эрудиции, сколько от именно вот вашей подготовки, вашей способности сообразить, так сказать, сконцентрироваться, глубоко вникнуть в задачу. Это уже, собственно, ради этого Олимпиада и проводится. Ну что ж, стало более-менее понятно. Благодарю вас, Константин Петрович, за то, что нашли для нас время и стали гостем нашей студии. Спасибо. Желаю всем зрителям успехов в их деятельности. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Из всех благодетельных развлечений предпочитайте интеллектуальные. И до встречи в эфире.